К другим темам. В Мирном завершается строительство нового общежития для молодых специалистов «Алроса». 2 девятиэтажных здания возведены за 1 год. Сколько работников алмазной компании получат ключи и будет ли отдельное жилье для семейных пар, знает корреспондент телерадиокомпании «Алмазный край» Роман Муконин. В прошлом году «Алроса» приступила к возведению 2 девятиэтажных зданий под новое общежитие. Связано это было с острой нехваткой жилья несколько лет назад, в результате чего новых специалистов просто негде было размещать. Сегодня капитальное строительство зданий практически завершено. Средств на новый объект компания не пожалела, поэтому все материалы дорогие и качественные. Применены современные технологии сборных железобетонных конструкций, изготовления нашего Минского КСМ, системы РЕКОН. Дальше стены возводились также с применением современных технологий, с изготовлением блоков, трехслойных блоков с утеплением, с наружной готовой отделкой системы теплостен. Значит, вот в данном случае применен рваный камень тип отделки, который не требует дополнительных утеплений, каких-то обшивки фасада. Достаточно только, значит, герметизация швов, что уже выполнено, и заканчивается отделка фасада, значит, покраска его. Отделка внутренних помещений продолжается ударными темпами. Уже можно видеть расцветку и интерьер комнат. Скоро здесь появится мебель и бытовая техника. Квартиры будут сдаваться под ключ. В каждой комнате сможет расположиться от 2 до 3 человек. Вопросы излишней слышимости, присущие новым домам, строители обещают снять применением новых материалов. Между этажами здесь у нас монолитное перекрытие в некоторых местах пустотелые плиты перекрытия, а над ними уже суперакустик, новый материал шумоизоляции есть, поэтому она по этажам она уже не будет передаваться, поэтому по звукоизоляции она будет хорошая. В 2- и 3-комнатных квартирах планируется разместить до 350 работников компании. Места для семейных пар решено не делать. В этом случае велик риск скорой приватизации квартир, а значит, компания снова столкнется с проблемой дефицита жилья. Идея социальных служб заключается в том, что молодой работник должен заселиться в общежитие на время, затем взять ипотеку и освободить место для новых специалистов.